Так, у Болливуд. нас Болливуд. не совсем приятное тоже такое происшествие. Вот этот всем известный наш, короче, общественный деятель, борец там, и так далее, антитеррор, его родственников привлекли по-русски в Чеченской Республике вот эти шоу, которые они устраивают, то есть как бы сделали давление на родственников, собрали, и я сейчас прокомментирую, как это публикуется. Родственники, Все по ну, русским традициям. да, родственники, здесь так и написано, евро-ичкерийца, да, Муслима Сатуева, проживающего в Литве, обратились с призывом помочь им остановить его всеми доступными способами. Нужно отметить, что данный человек с ником антитеррор ЧРИ уже не первый год, данный человек с ником антитеррор ЧРИ уже не первый год ведет атеистическую пропаганду, сидя в Европе. Вы представляете, сидя в Европе, он ведет сидя в атеистической Европе, гейропе, я бы сказал, он ведет атеистическую пропаганду. То есть вот какие здесь волнения, недовольствия. Атеистическую пропаганду более... так, один момент. Я Нужно что-то не отметить... понял, а тут исламскую пропаганду радикально даже можно вести, а атеистическую нельзя в Европе? Я что-то не понимаю. Да, уже доказана его прямая связь как с Закаевской группой, так и с Арцуевым Асланом и Исхановым. Но это полный бред, потому что Закаев это как раз-таки возглавил исламское государство, Низам 2002, абсолютно полная противоположность. Закаев полностью соответствует шариату, которому и Россия сегодня призывает в Чеченской Республике, и который во всем мире русские пропагандируют, вот этот русский международный исламский терроризм. Абсолютно Закаев не противоречит этому. Потом тут написано прямая связь Закаевской группой, так и Арцуевым Асланом. Арцуев Аслан абсолютно не причастен к антитеррору. Арцуев Аслан уже многократно шагаду произносил, то есть очищение в религии, как бы он позиционировал себя с мусульманином и поднимал палец в эфире несколько раз. То есть он доказывал всему чеченскому обществу, что абсолютно это к нему не относится, что он истинный мусульманин, и он как бы защищает сегодня даже шариат, и защищает вот это подлог Идигова, Конституция, где они сделали, ну, вот это вот подтасовку, да, в Конституции, и незаконно ввели какой-то пункт, там, свою какую-то Конституцию, Идигов записал, что Чеченская Республика это государственная религия, ислам. То есть Арцуев, меня слышно, да? Арцуев, он защищает как раз-таки эту позицию и абсолютно к антитеррору не имеет никакого отношения. Исханов Хусейн точно так же, он не против ни шариата, ни ислама, это мусульманин, он вообще с антитеррором никогда не так, он несколько раз где-то в эфирах в этих телеграм-каналах выступал, и Хусейн Исханов абсолютно, он полноценный мусульманин, и полностью... Можно один вопрос? Не, А свободе, защищать, свободе, защищать свободе, интерес... свободе, свободе, Цаваль. И Хусейн, он вообще не против абсолютно ни шариата, то есть он чисто занимается политической деятельностью. То есть это вообще полная ложь, которые ведут свою атеистическую пропаганду более скрытно. То есть вот перечисленных, да, Закаеве, там, Хусейне, Арцуеве, якобы они ведут атеистическую пропаганду более скрытно. Ну, то есть это полный бред, полная ложь. Я не знаю, они сами, конечно, эти люди, атеисты, они в душе или кто, насколько я знаю, это все три мусульманина. Но я не могу в сердце никому заглянуть, ни Багдади, ни тому, кто этот текст пишет, ни Бен Салману, ни Путину, ни Кадырову. А вот то, что они себя позиционируют мусульманами, это да, мы можем. Как-то подтверждается это. Самое интересное, что радикальные евроичкерийские блогеры, которые объявляют вероотступниками мусульман, ничего не делают с атеистом, сидящим у них под боком и открыто оскорбляющим религию ислам. То есть тут явный призыв что-то сделать, остановить Муслима Сатуева, который в Литве находится. Кстати, ему нужно тоже более, тесно работать со спецслужбами,
и потому что это уже и потуги от путинских халуев идут, от пехотинцев Путина, то есть вот эти угрозы, вот эти призывы к насилию и так далее, к исламистам, которых они здесь рекрутируют в Европе. То есть это такой посыл подачи. Закаев предлагает что-то среднее между ИГИЛ и ЛГБТ. Ну, это я соглашусь, потому что он сам это говорил, что они на золотой середине, и им предлагают с одной стороны однополые браки, а с другой стороны исламское государство. Они и не за тех, и не за тех, у них золотая середина. Этот евроичкериец предлагает открытый атеизм. Антитеррор, которого я знаю, здесь слышал, антитеррор, Муслим Сатуев, Хаймерс, этот парень, он ни к какому атеизму вообще-то не призывает, он себя позиционирует язычником, он как бы верует там, в Бога, ну, в чеченском понимании это Дэн, и я никогда не видел, чтобы это полная чушь, ложь. Еще одна, ну, даже если бы он и там открыто предлагал атеизм, какое, чье собачье дело, он, Путина тогда можно изнасиловать в России, пойти кто хочет. То же самое, там, я не знаю, кого угодно. Пожалуйста, можете там всю Россию, там, 50% атеистов перестрелять, кто хочет с атеизмом бороться. Просто непонятно вот этот посыл. То есть, значит, антитеррор вредит, это открыто показывает то, что он вредит вот этому политическому исламу, который распространяется в Чеченской республике русскими, понастроив 1500 мечетей, и также здесь, в европейских странах. И в связи с этим они вот как бы призывают Абдулаков, видимо, ищут какого-то Абдулака к насилию. И еще один недавно предлагал сделать нашу землю, предлагал, так, один момент. Еще одна недавно предлагала сделать нашу землю натовцам. Сдать нашу землю натовцам. Кто-то, они говорят, что предлагал сдать нашу землю, видите, натовцам. Да как, хоть сегодня, как кому мы сдадим свою землю натовцам, если хуже то, что у нас есть, никогда не будет. Это полный диктат. Северная Корея, и мы можем как бы поспорить, у кого ситуация хуже или лучше. Это вообще непонятное как бы обращение. Чего еще интересно нам ждать от евроичкерийских отщепенцев? Ну, как мы поняли, вот этот посыл, он написан вот этими подрусскими, которые, кстати, и провели по приказу русских, которые установили оккупационную администрацию Чеченской Республики, и вот так вот издеваются над чеченским народом, и вот они привлекли к ответственности вот этих родственников муслима, которые вообще к муслиму не имеют, его каким-то взглядом не имеют никакого отношения, потому что он еще находясь там дома, они его преследовали, и там его родственники как бы тоже не поощряли его деятельность и так далее. Ну вот такая вот ситуация. Вот теперь, да, смотрите, просто вот на фоне вот этого, да, сегодня в Европе орудуют десятки, можно сказать, средств массовой информации русскоязычных. Такие как Радио Свобода, туда входит там Кавказ Реалии, когда-то было Радио Маршу, которое теперь как бы упразднили, скажем так, да. Есть какие-то телеканалы «Дождь», телеканалы «Настоящая Россия», потом «Кавказские узлы», там, ну, «Новая газета» и так далее, и так далее, и так далее. Да? Вот смотрите, эти все средства массовой информации постоянно целыми, там, я не знаю, сутками крутят детей федерального судьи Янгулбаевой, которые как бы преподносят русскоязычной общественности на Западе, что в Чечне действуют какие-то чеченские законы, там по российским законам, оказывается, не действуют, а там какие-то некие чеченские законы. И сажание на кол с древних времен, вот это русские обычаи, сегодня, который перешел вот это сажание на бутылки, потом насилие швабрами, дубинками и так далее, это вот как бы эти деятели приписывают к чеченцам. И как бы то, что там происходит, они пропагандируют на западную вот эту публику русскоязычную, что это якобы чеченские какие-то обычаи, традиции применяются сегодня в Чеченской республикой, полностью оккупированной русскими вот этими захватчиками.
Точно так же замдиректора электросвязи вот этой организации ФУП «Электросвязь», которая во время так называемой контртеррористической операции орудовала по Чеченской Республике, человек, который там работал, является заместителем Игоря Шмакова, вот этого человека целыми днями, человека, который в чеченской среде откровенно строит исламское государство, который там призывает к шариату и так далее. То же самое я скажу и об этих семье федерального судьи, и об этом человеке. То есть сейчас вот эта семья федерального судьи, она как-то переформатировалась в какой-то телеграм-канал НИСО, потом всякие, я не знаю, бартмарши, единые силы, вот эти все люди, которые призывают к шариатам, которые призывают к исламским государствам с бородами, без усов, как и подобает, короче, любому ваххабисту, салафисту. Вот это вот все движение непонятное, мутное, без опознавательных знаков, которое годами русский мир преподносил мировой общественности как террористами, исламистами и так далее, вот эти непонятные сегодня русские вот эти средства массовой информации, на западные бабки орудующие, на западные вот эти средства, вот эти вот средства массовой информации с русскими, которые там работают, они пропагандируют день и ночь вот эти деятели, там у Тузика, у Тумсо Абдурахманова где-то почесалось, у семьи Янгулбаевых, там у мамы диабет, там у папы еще что-то, вздутие живота, там у какого-то, я не знаю, там у Джамбулатова что-то произошло, у пятого, десятого. То есть на всех вот этих хороших русских имперских каналах 24/7 крутят весь вот этот халифат русский. Теперь мы посмотрим вот в такой ситуации, когда очередной раз чеченца потянули, ну, как бы близких родственников, их делают давление, вот это вот происходит с этим парнем сейчас, да, с его там близкими. Мне интересно, выходили ли с ним кто-нибудь на связь, какие-то средства массовой информации, потому что я вот знаю, например, в Радио Свобода там $200 давали еще лет 5 назад за один репортаж. Как бы это в интересах, да, людей, которые там работают, сделать репортаж, и ну, это громкое дело, там сейчас же как бы насилие происходит, ущемляются права человека, и все радио Свободы, которые ассоциируют себя с такими громкими названиями, сейчас мы интересно посмотрим, как они себя поведут, кто будет выходить на Муслима Сатуева. Очень интересно сейчас, почему, ну, будет ли это как бы идти дальше в средства массовой информации, или просто это промолчат аккуратно, совместно, как бы. Я не знаю, прокомментируйте, я сейчас уже слишком много задал микрофон, давайте комментировать эту ситуацию. Что здесь вообще происходит? Чем занимаются вот эти русские СМИ, которые популяризируют в Европе на западной бабке вот этот ИГИЛ? Что здесь вообще происходит? Ну, я тоже Еще про Вислав. один Кстати, Муслим тоже здесь сейчас, по-моему, в эфире, антитеррор. Тоже прокомментирую ситуацию. Я просто заранее как бы хочу тоже как бы от себя прокомментировать момент, например, вот с Муслимом, с антитеррором. Я, например, ну, не во многом, в некоторых местах я не поддерживаю какие-то его высказывания, ну, они как бы идут вразрез там с моими какими-то там видениями и политическими даже какими-то там взглядами, я не знаю, какими-то, может быть, межнациональными или национальными, там, религиозными какими-то, ну, может, где-то что-то я вижу грубо, не грубо, то есть, но при всем при этом я, например, поддерживаю то, что он, этот человек, четко имеет право, как и все, высказывать четко свое мнение. То есть этот человек имеет такую же свободу, как и все остальные, высказывать свое мнение, дискутировать, проводить свою какую-то, я не знаю, общественную, информационную деятельность в рамках, которую ему позволяет там, государство, где он проживает, и в целом там ресурсы, которые он использует. Да, добрый вечер всем, да, свободы вам. Ну, в общем, там однозначно все ложь, это в основном, чем они занимаются, выставляя себя такими
ну, не знаю, чистыми мусульманами. Я просто в замешательстве, я не знаю, что тут в таком случае надо обвинять ислам или этих людей, либо ислам мне это позволяет. Просто я занимаюсь своей деятельностью, уж просто миллиардами встречаю этих людей, и ни один из них никогда не говорит правду. Каждый мусульманин, кого я встречаю, он всегда лжет, клевещет. То есть, если я не мусульманин, то в исламе выходит, как они сами не раз выражаются, в их понимании ислама выходит, им дозволено лгать на меня, говорить на меня все, что угодно. Они обсуждают это и говорят в своих чатах, что неверному не мусульманину можно делать все, что угодно. То в таком случае, когда я обвиняю ислам, появляются какие-то люди, ну, типа, это не ислам, это люди такие сами, не знаю, если ни одного нормального мусульманина не может выпустить вот эта религия, то в чем, кто виноват в таком случае? В принципе, ты все сказал. Арман, Муслим, с тобой выходили на связь. Здесь в Европе есть очень много средств массовой информации, которые позиционируют себя как свободные, как сторонники прав, сторонники свобод. Тебе на связь, ты как бы лицо, которое там в интернете, ну, скажем так, очень скандальная личность. Ты уже перевернул, скажем так, вот этот весь интернет. Но о тебе, на мой взгляд, почему-то все как бы в сговоре, да, ну, как коллективно умалчивание какое-то происходит. Вот на Ну фоне да, вот этих событий, на фоне вот этого произошедшего, с тобой на связь выходят вот эти вот средства массовой информации, русскоязычные, которые, ну, они западные, эти средства массовой информации, но там полностью работают русские. И меня не ну, пойму, да, они что, эти все русские, они сговорились вот так, и здесь Запад использует полностью и как бы прогоняют вместе свою русскую политику, или что происходит вообще? С тобой выходили эти, хоть одно средство массовой информации, кто-то вышли на связь, интересовались насчет происшедшего? ну, на данный момент, на данном этапе я куда только не обращался, уже на протяжении 2 года, можно сказать, во все страны, во все посольства, вообще куда угодно. И после, ну, этого случая также на данном этапе со мной ни одна организация, ни один человек в этом мире не связывался. Имею в виду, ну, из таких организаций по поводу, ну, какой-то помощи или огласки или еще чего-то со мной не связывалось ни одно лицо на Я знаю, протяжении вот всех что этих здесь событий. тоже в этих же средствах массовой информации, в частности на Радио Свобода, работают хорошие русские чеченского происхождения. То есть чеченоязычные, хорошие русские, ну, они как бы с хорошими русскими вместе работают, и через эти средства массовой информации они часто вот эти русские нарративы высказывают, что существуют некоторые чеченские власти, что какие-то там оппозиция Кадырова, критики Кадырова, там пятое, десятое. Вот эти вот чеченоязычные, хорошие русские вот эти чеченцы, они с тобой тоже не выходили на связь? Кто-нибудь Нет, нет, интересовался этим твоей личностью? не, они сами не выходили на связь. Я полагаю, что нужно выходить в связь тот, кто, ну, выше них, тот, кто, ну, с тем, кто дает им зарплату, с другими какими-то людьми, которые имеют к ним доступ, чтобы они, ну, надоумили этих людей, а эти сами как могут все это скрывают. То есть никакого, вообще никакого, ни малейшего внимания они не выделяют этой проблеме. А наоборот, то, что вот все, что ты говоришь, да, Кадырова делая каким-то независимым лидером, Тумсу Абдурахман. То есть рекламу чеченизации и рекламщиков чеченизации русско-чеченского конфликта всех они, ну, как будто их личные ресурсы это. То есть день и ночь они говорят о них. Тот, кто чеченизирует этот конфликт. А тот, кто указывает на реальные проблемы, на империи и их политику, которым они, да, нас кидают по их пропаганде, слушая, ну, мы оказались заложниками их. Я сидел в тюрьме, и там, хочешь не хочешь, включали телевизор, либо радио, и с 2017-18 года, как я там сидел, мне приходилось день и ночь, 2 на 3 метра в комнате смотреть Скобееву, Соловьева и так далее. То есть таким же образом и вся Чечня, можно сказать, под этой пропагандой, под этой находится. И, конечно же, находясь под этой пропагандой, люди совершают теракты. То есть, Не, вот смотри, ну, я просто хочу, вот, чтобы слушатель тоже понял вот эту вот мысль, да. Вот смотри, здесь на Западе существует как бы под финансированием Конгресса
Соединенных Штатов, ну и там даже каких-то даже государственных там других институтов, да, вот именно существуют средства массовой информации, которые вообще они призваны для того, чтобы как бы просвещать, заниматься вот этой просветительской деятельностью. И есть, короче, вот регионы, места, где нарушаются права человека, вот, например, всякие, например, религиозные государства, например, да, где полностью ущемляются права людей, где существуют какие-то, ну, вот эти вот, скажем так, дикие законы, там, да, диктаторская вот эта вот система, ну, то же самое, туда входит и Российская Федерация, там, Северная Корея, и ряд, короче, ближневосточных стран. И вот эти средства массовой информации, они, вот я за ними же наблюдаю, все вот эти хорошие русские, они сконцентрированы на то, чтобы искать жертв вот таких преследований, которые как бы из вот этой системы вырываются и куда-то сюда им удается на Запад, в цивилизованные страны попасть. Как бы тут идет постоянная, скажем так, ну, активность, да, чтобы выйти на этих людей, чтобы дать им слово, чтобы вот это донести до мировой общественности происходящую вот эту вот ситуацию. И люди с какими-то, скажем так, антирелигиозными взглядами, которых ущемляли, или, ну, просто с другими религиозными, скажем, убеждениями, потом вообще атеистические могут быть, там, пятое, десятое, все что угодно, что как бы противоречит вот в этих диктаторских системах, противоречит их, скажем так, устоявшимся вот этим вот, там, вот этой системе. Эти средства массовой информации специально, чтобы изменить ситуацию, чтобы повлиять, чтобы предотвратить вот эту эскалацию, чтобы люди, которых преследуют, как бы им помочь. То есть изначально их деятельность, она как бы нацелена вот на это. Сейчас в нашей ситуации, например, ты человек, которого там преследовали наши республики, вот эти оккупационные, как бы, ну, скажем так, администрация, потом включая какие-то местные вот эти религиозные деятели, то есть тебя выдавили именно из нашей республики вот за такие взгляды, да, там, за политические, за религиозные и так далее. И сегодня это как бы на Западе именно вот тема ущемления там по религиозному там и так далее, она одна из самых важных, то есть чтобы донести свободу. Из-за этого Шарли Эбдо, они специально делают карикатуры, то есть чтобы вот эта свобода слова, она везде, скажем так, ну, была как бы на высоте, да, там, несмотря на то, что это там ущемляет чувства там верующих, скажем так, или и так далее, там кому-то слишком это может даже навредить, но ради, короче, вот этих вот своих ценностей, да, свободы и так далее, это все равно на этих позициях все держится здесь, вот в этих европейских странах. Я не пойму вот сейчас в такой ситуации, как так происходит, просто вот слушатель, который вот это послушает, просто чуть-чуть в мозге у себя попробуйте вот так вот понять, да, вот эту вот мысль. Как так происходит, что все вот эти средства массовой информации, казалось бы, нацеленные наоборот на поддержку против ущемления, против репрессий, ну, нацеленные на вот это, финансируемые ради этого, вот эта вот вся система, да, там, средств массовой информации, она вместо того, чтобы как бы активно искать контакты, выходить на вот таких людей, она активно занимается тем, что наоборот популяризирует ИГИЛ. То есть сторонников исламских государств, сторонников вот этих вот бород, сторонников насилия, сторонников вот этого, вот этих идеологий, от которых люди там миллионами бедствуют потом. Вот я думаю, это понятно как-то, да, что вот эта вот мысль, что здесь происходит, что это такое вообще. Ну, не знаю, то ли строить конспирологию, то ли, как мне сказал
украинский блогер Попик, не видят они других лиц, и как бы, а им нужны такие говорящие головы, чтобы вели пропаганду в интересах вот этих зарубежных стран. И плюс, типа, мы тоже от этого получим какие-то интересы, какую-то пользу, типа, взаимовыгодно, хотя нам это абсолютно невыгодно, это выгодно одному человеку, кто к ним идет, будь то Закаев, будь то Ламаев, будь то Тунсо Абдурахманов, это личная ихняя выгода. Но они их представляют, ну, потому что их слушают, наверное, да, люди, много людей слушают тоже, есть глупые люди, и альтернативы, возможно. Ну, возможно, мы не настолько, скажем так, знамениты, чтобы они нас заметили или еще что-то. Не знаю даже, что сказать, но по любому поводу, кого угодно они там, хотя и рекламируют, снимают обзоры о каждом шорохе, да. Ну, как минимум, там есть специальные отделы, которые постоянно мониторят интернет. Я же тоже это понимаю. Я тоже контактировал с вот этим отделом, когда мы здесь занимались активной деятельностью, всякими демонстрациями, мероприятиями. Эти люди, они сами через Facebook, через YouTube, там специально отделы, которые постоянно мониторят и ищут вот такие какие-то скандальные, я не знаю, какие-то моменты, да, ну, как это правильно, ну, какой-то бренд, да, там, какой-то, какие-то Хайп, да, ситуации. хайп. Да, какой-то хайп, вот такую ситуацию, чтобы это в их интересах, потому что если средство массовой информации, оно как бы не активно, оно не работает, там, в таких работниках, там, интерес как бы, ну, пропадает в них. Поэтому они постоянно, у них есть специальные отделы, это мониторится, и потом там в личку пишут, выходят через Facebook, через Instagram, через TikTok, через YouTube, на email пишут там и так далее, через Telegram. Почему вот в своем случае это не происходит? Вот очень интересно, что это такое. То есть почему русня, вот это вот именно русский мир, я не знаю. Просто через это можно как-то сделать анализы, посмотреть, что вообще русским, какими бы они ни были, белые, красные, зеленые, голубые, разноцветные, я не знаю, каких бы взглядах путинских, антипутинских, подпутинских, надпутинских, сзади путинских, спереди, я не знаю, Ну, по но всей вероятности, эти организации, они плотно коррумпированы, и надо, по-моему, выходить уже с народами Запада уже, или представителями западных народов, лично выходить с ними на связь, чтобы они уже об этом говорили, скажем, это конкретно. однозначно. Я просто хочу, чтобы зритель или слушатель сам вот это проанализировал, да, и посмотрел, что происходит. И в какой ситуации мы находимся. А так-то, конечно, надо Ибраим, работать. насколько я напрямую. знаю, то, как работают СМИ, а я кое-что об этом знаю, уж поверьте мне, они ищут инфокрючок такой, серьезный инфоповод. Те, которых вот упомянули, Абдурахманов, Тумсо, потом Янгулбаевы братья, они когда получили вот такой вот этот по-немецки пляцлищ, как это, скачок популярности? Именно через вот этих вот Они они получили пытаются. этот скачок популярности, когда непосредственно столкнулись с... То есть на них лично Кадыров или кто-то очень близкий к ним проявил интерес, вошел с ними в резонанс, в ссору, в спор, в ругань, в конфронтацию, как угодно называйте. Именно тогда они получили вот этот вот интерес. Тогда и СМИ стали обращать на них внимание. До этого, до тех пор, пока тот же Тумсо не вышел на Даудова, не поговорил с ним, он особо не был так популярен, был так не особо никому не нужен. Плюс... Правильно сказал, пока Даудов не вышел с ним на связь. Это раз. Потом еще как продаются новости. Давайте просто представим, если сегодня в каком-нибудь новостном блоке выпустят новость про то, как какой-нибудь ученый получил Нобелевскую премию за достижения в квантовой физике, или как какой-нибудь Абдулак отрезал горло очередному французу за что-то там, что ему показалось... его оскорбило. Как вы думаете, какую новость посмотрит больше? Мир будет смаковать именно вторую новость, а первая, пройдет там. Разница будет огромная, просто огромная в просмотрах. К сожалению, продаются плохие новости. Люди любят смотреть на этот ужас, жуть. Отлично продаются новости с катастрофами, с чем-то. Видишь, Артур, вот личность как бы Армата, она же тоже
скандальная личность, понимаешь, потому что он именно ну, как бы объявил всем, скажем так, войну в плане того, что как бы ну, не согласился там течь по течению и как бы пошел против системы. То есть и потом вот эти, которые в его адрес всякие угрозы, всякие вот эта радикальная среда, тут же как бы в Европе пытаются бороться, да, с радикализмом и наоборот как бы защитить свободы, там защитить какие-то, опять-таки же мы приходим, да, к тому, что даже Шарли Эбдо, вот эти карикатуры тоже из этой серии. Но тут почему-то вот такой вот скандальный персонаж, который как бы не в интересах русских, как мы видим, да, потому что 1500 мечетей с Чеченской Республики понастроили, в Европе нужны будулаки, в Европе нужны бородатые, безусые люди, а те, кто против вот этого бородатости и безусости, они русским почему-то не нужны, оказывается. Это что такое? То есть русским что, не нужны, что ли, нормальные, вменяемые люди? Они же как бы критикуют бородатых, абдулаков, которые голову отрубают. А те, кто против них, они что, не, как бы... Значит, им наоборот нужны абдулаки, да, получается? Конечно, потому что они как раз скандальные. На них же смотреть интересно, как ты в зоопарк сходишь, на диковинных зверей смотришь, тут точно так же люди смотрят, а да, ничего себе, такое тоже бывает, то же самое. Ну, смотри, если, например, чеченские абдулаки, они, ну, потенциально такую ситуацию представим, какие-то сделали угрозы какому-то очередному поте. И тот обратился, короче, там, в какие-то органы. На этого человека сразу же выйдут сотни средств массовой информации и будут об этом деле говорить, что вот чеченские Ибрахим, будулаки... очень зависит статус этого абдулака, который угрожает. Смотри, сотнями выйдут на связь журналисты, которые будут освещать, что чеченские будулаки угрозили ему. А тут у нас какая ситуация? Точно такая, но только угрозили или угрожают чеченцу. Те же самые будулаки, и русские будулаки, и подрусские будулаки, те же самые, с такими же бородами, также без усов. Вот, но я и говорю в нашей тебе, ситуации почему-то полная тишина. То есть говорю, вот этот отдел мониторинга, который мониторит, который выходит в личку на связь, как и со мной выходили в Facebook, как и с другими мне знакомыми людьми выходили на Фейсбуках, на других платформах. Почему-то с этим персонажем не выходят, хотя у него намного больше и подписчиков, и намного он... Меня вообще редко можно было где-то увидеть. Да. Просто Артур то, что говорит, это, ну да, это так есть, но не в нашем случае. Это радио Маршо, этот канал, да, ну, его несколько человек смотрело, но все равно они работали сколько лет. И освещали они абсолютно неинтересные вещи, и никто их вообще не смотрел, кроме, по-моему, из участников этой группы. Никто не смотрел, но они же все освещали день и ночь, каждый день, любой повод, любой шорох. Но нас они как бы не чеченскую, ну, не про вашу партию, не про мою деятельность, они ни слова не сказали. Так что в этом случае как бы это все-таки не то. А насчет Тумсо, с ним связывались и до Даудова, и сам Навальный его пиарил, и эти радио Маршо, Кавказ Реали его, никто его тогда не знал, они его там, сбежал, переселился с Исламом Кадыровым. Они его сами пиарили, он не сам стал знаменитым, и его заметили. Именно его пиарили, и в конец еще Даудов туда добавился, хотя он уже к этому моменту был уже распиарен всеми хорошими русскими. Аймат, на тебя с Кавказского узла кто-нибудь выходил? Вот я, например, лично твою кандидатуру, я тебя представил, что ты, твою деятельность, то есть скандальная вот эта твоя персона и твоя деятельность, я о ней дал знать журналистам с Кавказского узла. С тобой выходил кто-нибудь? Нет, со мной никто точно не выходил. Точно так же я дал еще 2 года назад, точно так же я давал твои данные, то есть тебя как персону журналистам с телеканала «Дождь». Выходил на тебя кто? Нет, не выходил. Вопрос равный. Исто. Формат Маршуола. Если можно, как ты получил эту информацию от твоих родственников и когда, если можешь сказать? Ну, это было сегодня, мне скинули это с этой группы, якобы оппозиционной какой-то, ичкерийцам, считающая сегодня, что мы добились свободы правильным путем. Ну, прокадыровская группа, но
с ником Маршо Свобода, типа это. Ну, свободные чеченцы, которые пользуются, хотя там должно было бы Ахмат Сила, Россия Мощь, название быть, но не суть. В общем, они опубликовали, Ибрагим зачитывал его эту публикацию с Телеграма мне кинули сегодня. Пармат, да, они стоили. Дересу. Маша, о. Короче, вот такая у нас ситуация. То есть, то оказывается, что плохо, оно не так уж и плохо, что, например, русские в западных государствах, осевшие средства массовой информации, освещают и комментируют, как будто бы это плохо, негативно. Оказывается, оно для них и не плохо, и не негативно, а наоборот, почему-то это в их интересах. Так получается, Ибрагим, если я не согласен, если я не принимаю, что женитьба на двоюродной сестре – это плохо, если женитьба на жене своего брата – это плохо, значит, я считаюсь атеистом. Если я правильно цитирую хадисы, зачитываю в эфире, я считаюсь атеистом. Это я правильно понял, да? Ну смотри, если, например, чеченцы полностью дерадикализируются, как бы вливаются в европейскую, ну, интегрируются в европейскую государство, там, в европейскую вот эту вот жизнь, это оказывается плохо для русских. Ну да. Это что такое? То есть это же, ну, например, нам как бы вот, я если себя параллель провести, да, вот Северная Корея, если она превращается в Южную Корею, как бы весь мир должен же радоваться за них. Смотрите, нормально, все-таки эти люди, и теперь и себе они, и другим полезны, как бы, и как и Южная Корея, там Самсунги всех радуют Самсунгами, всех радуют там Hyundai'ями, всех радуют там прочей какой-то технологии, да? Северная тоже начинает радовать, это же как бы хорошо для мира. Оказывается, нехорошо почему-то для русских, если там чеченцы вдруг как бы устаканивается у чеченцев ситуация, происходит дерадикализация, как бы у нас европейский уровень, скажем так, у нас самосознание и так далее, у нас все уравнивается, и мы по соседству с русскими как бы нормальная народ, нормальная нация. Это значит плохо для русских получается. Ибрагим, даже появилось огромное количество публикаций вот в русскоязычном СМИ после того случая в Южной Корее с объявлением военного положения, которое быстро отменили, там вот это все. Появилась куча публикаций, где уже Южную Корею за уши притягивают к Северной, говоря о том, что она недалеко от нее ушла, и там и диктатура, и, значит, репрессии, и все на свете, и коррупция, и вот это все. То есть, понимаешь, да, куда вектор дует? То есть даже Южную Корею, которая сильно отличается от Северной, всеми силами пропаганда пытается подтянуть сейчас. Я уже много публикаций встретил на этот счет. Кстати, вот то, что я сейчас прокомментировал чуть раньше, как бы, что русские, оказывается, не хотят, чтобы у них сосед с чеченцами, о которых они же заботятся по всему миру, он радикалы, там, Рамзан Кадыр плохой, смотрите, там, Абдулла Канзоров, они же беспокоятся за нас, как бы, наши соседи, Да. им обидно. А тут почему-то им, оказывается, не нравится, если у нас все, как бы, в нашей среде появляются люди, которые борются с радикализацией. Я сейчас это когда комментировал, я не имею в виду путинцев, Габню, не их я имею в виду. Я имею в виду русских, которые себя хорошими позиционируют, очень хорошими, демократичными и европейскими, ну, как бы, европейского уровня. О тех я вообще не говорю. Там понятно, короче, Габня рулит. А вот хорошие русские, которые на Западе, которые, о которых Запад тоже хорошее мнение, их везде понапичкал, понасажал в средства массовой информации.
Ибраим, ну а в чем они хорошие? У них вся их хорошесть заключается только в том, что они уехали от режима Путина, который их по каким-то причинам не устраивает. Эту вводную Путин и его режим убрать, все остальное у них полностью совпадает со всей вот этой имперской чушью, которая там есть. Так что там у них различия небольшие. Просто эти за Путина, эти не за Путина. А по сути, что эти за свою большую империю, и эти то же самое. Россия исторически жила хорошо, когда все вокруг нее жили плохо и страдали. Так что их хорошесть заключается только в том, что Путин нравится, Путин не нравится. Вся их хорошесть, все.